Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, и мы с вами узнаем, что он понял о вас, о ваших взаимоотношениях в разлуке. Да? Сейчас вы в разлуке, что он думает, что он чувствует, что наконец-таки осознал. Загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Нормальный такой мужчина, честный. Мои хорошие, отсыпка у нас общая, вы все разные. Кто-то временно расстался, допустим, вы уехали там к родителям, мужчина уехал в командировку, кто-то поссорился, а кто-то расстался, вот прям развелся. Но, смотрите, отсыпка общая, информация идет единая. Что он понял, что он осознал. Четко, да? Был дурак. Я был дураком, я был кретином. Да? Как я мог так поступить? Как я мог от нее уехать, да, надо так долго уехать? Как я мог подумать, что я могу с ней расстаться? Как я мог допустить эту ситуацию, что мы с ней поссорились, расстались? Понимаете, мужчина сейчас вот сидит и вот просто как слезы глотает, да? Вот какой он глупый, какой он несчастный, и какая же вы все-таки ценная в его жизни, и как сильно он вас любит, и каким был, действительно, вот как самонадеянным, наверное, да, что думал, что все будет хорошо, что в разлуке с вами он как бы там себя будет комфортно ощущать. Но не так, все вышло наоборот. Скучает очень сильно по вам, скучает. Нуждается даже в вас. Вы для него, знаете, как источник энергии, не знаю, свет, солнце. Без вас он как будто бы, как неприкаянный, да, холодно, зябко, замерзаю. Хочется к вам прикоснуться, хочется быть рядом с вами. Хочется слышать ваш очаровательный голос, любоваться вашей невероятной красотой. Просто быть рядом в поле вашей энергии. Прям очень соскучился, очень-очень. И ему сейчас так больно, да, потому что вас нет рядом. И мне больно, и что мне теперь с этим делать? Да, вот прям, если расстались на время, то считай дни, да, когда же я вернусь. Когда вот вернусь, обниму, и никогда я никуда больше не отпущу. Если нужно будет куда-то ехать, только вместе, да, никогда поодиночке. Прям очень соскучился. Для тех, кто расстался, развелся, расстался, здесь мужчина как будто бы такой мощный урок получил. От жизни, от судьбы, возможно, даже от другой женщины. То есть он еще и как, знаете, раненый идет. Рана у него очень большая. Болит страшно. И он такой думает, ух, если бы она была со мной рядом. Во-первых, этого бы не случилось, да, никто бы меня не ранил. И, во-вторых, она бы меня полечила. Вот только она умела обо мне заботиться. Либо заботилась как о родном. Знаете, как кусают локти. Кусают локти, потому что вы расстались. Знаете, прям даже обидно, что был такой глупый, что вот пошел на такой шаг, как расстаться с вами. И еще для тех, кто расстались, вы как-то очень сильно поменялись после расставания. Вы, знаете, у вас глаза по-другому стали сиять, у вас спина выпрямилась, и вы вот каким-то светом, что ли, начали как
светить изнутри. Вы крутая стали. Крутая. Вы очень много внимания привлекаете. Не только противоположного пола, но и своего. Знаете, как люди на вас смотрят такие с замиранием, восхищаются вами, кстати, очень восхищаются. И, возможно, до него дошла информация о том, что вы сейчас живете припеваючи, ни в чем не нуждаетесь. Возможно, у вас даже как новый партнер там есть рядом с вами. Люди говорят о вас с восторгом, и он такой думает: блин, ну такую женщину упустил, ну дурачина простофиля. Да, как же я мог? Он очень многое понял, и самое главное, он понял все свои ошибки. Вот где и в чем конкретно он был неправ, где перегнул палку, где не проявил волю, либо наоборот, да, слишком был волевой и горячий. Вот себя, вот как по косточкам он разобрал именно в разлуке с вами. Представляете, как это сложно, как это трудно. А про вас он понял, что вы, именно только вы были женщиной и есть женщина его жизни. То есть никакая другая не сможет с вами сравниться. Никакая другая не может вас затмить. И таких, как вы, больше нигде нет. Вы уникальная. Вот что он понял. Так, ну тот, кто сейчас с вами в разлуке, ну он вернется. Он вернется и просто обрушит на вас всю свою любовь, всю свою страсть, все свои эмоции, которые сейчас в нем там бушуют и бурлят. И вот правду говорю, он от вас отходить не будет. Несколько дней, может быть, отходить не будет. Все будете делать вместе. Но опять же, что касается дорог, по возможности в будущем он будет либо с вами ездить, либо вас с собой брать, либо отказываться. Да, если невозможно поехать вместе, он будет отказываться. То есть и еще раз вот на такую разлуку он не пойдет. Вот он все понял. Он говорит: нельзя, нам нельзя разлучаться. Я страдаю, когда ее нет рядом. Мучаюсь. Тут слезами весь, как промок от своих собственных слез. Да? Больше нет. Для тех, кто расстался, вижу, что мужчина будет делать попытку, пусть не вернуться, но хотя бы с вами еще раз встретиться. Опять же, вы все по-разному расстались. Вот хочется вас еще раз увидеть, хочется, пусть не прикоснуться, но рядышком с вами постоять. Но это так, знаете, планы, это его планы. Но будет, он как-то появится, какой-то повод найдет, может быть, даже случайно, да? Вы с ним пересечетесь, он будет делать попытки, он будет делать шаги. Так, и еще один очень важный момент. Смотрите, видите, здесь барана показывает. Когда был очень упрямый. Упрямый и эгоистичный, давайте так. Человек, который, может быть, ничего не хотел. Не хотел выводить ваши взаимоотношения на новый уровень. Не хотел, там, не знаю, семьи, брака не хотел. Да, проявлял какое-то упрямство. Может быть, не хотел романтику вам давать, не хотел вам помогать. Да, все разные. Смотрите, именно в разлуке он дает себе слово. В разлуке дает слово, что вот теперь все для нее. Теперь вот как она хочет, так и будет. Либо, знаете, как настолько ему сейчас жутко, страшно и некомфортно, что он думает: все, нет, точно, женюсь. Да, я женюсь. Детей, срочно детей, женюсь, и чтобы вот она никуда от меня не делась. Срочно в ЗАГС. Слушайте, как на пользу пошла эта разлука. Сейчас я еще на картах посмотрю. Мне нравится. Тьфу-тьфу-тьфу. Дай Боже, как говорится, да, чтобы он наконец-таки все понял. Но здесь крест у вас идет, да, понимание, что вы женщина его жизни, что вы его судьба. И никакой другой ему не надо. Даже если он сейчас другой, вот не надо, она ему не надо, он ее не хочет. Видно, хлебнул с ней уже, да, всего хорошего. А теперь к вам, хочет идти к вам, либо хочет быть с вами, да, вернуться к вам. Дорога. Ну вот, девочки, что он понял? Возвращаться нужно всеми вот возможными, невозможными, окольными, прямыми дорогами возвращаться к вам.
Здесь просто все одно и то же, понимаете? Все фрагменты, они одинаковые. Книгу видите? Поумнел. Вот именно в разлуке он поумнел. Вот как дошло, вот четко дошло, кто вы, кто он и что с этим делать. Коса. Ну, это он сам себя за то, что вот улетел от вас. Говорит, ну какой дурак, ну зачем я от нее улетел, ну что мне не хватало, либо какой я был глупый, недальновидный, бесчувственный, что мне не хватало, зачем я от нее улетел. Или говорит, знаете, дайте крылья, я полечу к ней, полечу. Ну, видите, прям обновился, целиком и полностью обновился. Вот чего он хочет, понимаете, в гнездо, к вам он хочет. Если у вас семья, то безумно скучает и по вам, и по детям. Если вы просто встречаетесь, то вот хочу этого, хочу гнездо, хочу детей, хочу законные взаимоотношения. Если вы в разводе, то же самое. Хочу вернуть прошлое, хочу опять быть в семье. Давайте, может быть, для вас какой-то совет. Ну, потому что я не знаю, честно, одно и то же идет, одно и то же. Он тут себя ругает, он по вам безумно скучает, слезы льет, на кулак наматывает сопли. Все желания — это дороги к вам. Ну и, конечно же, вы его судьба. Что еще может быть? Ну, нет, не вижу, я ничего больше не вижу. Ну, тут как бы мужчина очень прямой, очень четкий, прямой, да, вот у него все ясно. Нет никаких подводных моментов. Так, совет для вас. Девочки, ну, вам на роду написано быть счастливой. Быть счастливой, любить и быть любимой. И, кстати, еще по рыбам, ну, при деньгах, да, быть при деньгах. Очень хорошие карты, и пусть так оно все исполнится. И я не хочу портить эту отсыпку, я не хочу портить этот расклад. Пусть будет вот ровно так, да. Вы, да, счастливая, любимая, любящая и всем в жизни довольная. Да? И это написано в книге вашей судьбы. Пусть так оно и будет, мои милые, пусть так и будет. Будьте счастливы. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.